Что есть танец? Почему танцы одних народов так не похожи на танцы других? Что есть характер танца? Это характер народа? А душа народа, есть ли она в танце? Меня зовут Анастасия. Я еду в Башкирию, чтобы найти в танце душу башкирского народа. Я хочу научиться так танцевать. Почему бы нет? Что вы мне посоветуете? Что самое главное? В первую очередь, конечно, это движение. Позиция рук, головы, корпуса и так далее. И в то же время у нас называется рух. Рух – это внутреннее состояние, и внутренние ощущения. Дух народа. Вот это, который нам передан нашими предками. Вот этим наполняться надо очень просто, если так посмотреть. Очень просто. Всю жизнь прожить в Башкирии. А вот, Рифат Тихович, а на ваш взгляд, что для танцора вообще самое главное? Конечно, передать вот эту культуру, национальный дух, то, чем отличается этот народ от другого. Чтобы танец не превращался просто в исполнение обыкновенных движений. Это не движение для нас. Танец – это содержание, это наш язык, это наше слово. Рудольф Нуриев, он тоже был башкир. Да, у нас Рудольф Нуриев, наш земляк, башкир. У него другое направление классического танца, но тем не менее, его особенно какой-то темперамент, характер, степни, такие дикие страсти. А женский танец? Женский танец, конечно, очень своеобразный, отражает то же самое нашу природу. Труд наших женщин. Нежные, они красоту любят, поэтому движения у них более мягкие, как шебетание птиц, соловья, как полет бабочки. Одним из таких очень ярких примеров является Рашида Тусина, наша уважаемая, величественная, любимая, она ветеран нашего ансамбля, конечно, она пришла тоже, впитав в себя природу башкирского танца и в своем творчестве внесла многое из того, что бы, может быть, без нее бы давно потерял.
искусство любит преданность. Нужно именно войти в этот образ, что просит данный танец, и показать чистоту движений, чистоту души, и, в общем, нести самое прекрасное человеческое отношение ко всему. Когда человек на сцену выходит чистыми помыслами, это видно, сразу видно. И вот тогда всем понятно. Вот язык, когда пластики, язык, движение, язык. В общем, все в гармонии, и это уже станет, это красота. Та-да-дам-па-па, та-да-дам-па-па, та-да-дам. Молодец, молодец. Анжела. Башкирочка. Вот она, то есть она, про которую мы говорили. Что вы хотели? Побеседуем, да? Ну, там костюм показать. Ага. Ну ладно, потом все. Спасибо. Ладно. У нас здесь самая, так сказать, ценность костюма. Любой танец без костюма это невозможно представить. Сами понимаете, костюм это несет содержание, это дает эстетическое восприятие. И костюм, и музыка, и хореография, движения, и артисты сами, конечно, в первую очередь. Все это на сцене рождает образ народа, образ нашей истории, дух нашего народа. Вот все это. Вот. Очень достоверные костюмы, Да. производят ощущение очень подлинных, каких-то исторических. А так она и есть, но тем не менее они приспособлены к сцене, потому что народный костюм, он достаточно тяжелый, он немножко... Для танца мы приспосабливаем. Есть такой женский элемент башкирского танца, хакал называется, нагрудник. Тоже облегченный он для сцены, потому что в жизни у наших бабушек они достаточно тяжелые. Вот эти монетки издревле служили как оберег. Настоящие монеты. Да. Очень сильный оберег. Все, что к вам направленное, и черная зависть, пройдя через это, она очищается и действует очень хорошо. Вот этот вот головной убор, он праздничный? Праздничный, праздничный. Если человек один, посидит немного, все проходят. Вот. Сейчас встаньте. Вот это борода. Вот это борода. То есть я не женщина, я мужчина. Пугайтесь, не подходите, блеск, я сильная. Затылочный час – это самое слабое место человека. Поэтому вот здесь две глазки. Вот здесь две глазки. То есть лицо у меня не там, лицо у меня здесь. Смотри, у меня горят глаза, и остерегайся. И позвоночный час полностью оберегается. Вот второй оберег, который можно постоянно носить, коралловый, это каурия. О башкирских женщинах говорят, сначала их слышно, потом видно. Тут серебро, они звенят, когда идешь. Все, что проходит через оберег, вот эта каурия, ощущается. У кого завис, что родился не у него, а у этого соседа. Ребенка надо вот оберегать, чтобы этого не было. Вот благопожелание, там обязательно должно присутствовать, кроме речитатива, немножко горловое пение. У меня поздний ребенок, вот, долго не было. Вот он появился, на мою радость. То, что я исполняю, обязательно надо, чтобы ребенок держать и благопожелание говорить, потому что у ребенка это крылья растет. И дальше по жизни этот ребенок уже идет со своими крылышками, понимаете?
То есть это открываем путь. Вот просто я так. Давайте. Елен алған ұл болырға, еен берген ұл болыр. Дайте я это возьму. Раздеть, наверное, надо, да? Не надо ничего делать. Это первый танец. Первый танец. Миграк мотор вәпісті, олы менен өттәні, айдай бастана, бұуынымды нығытып, атлап қына кеттәні, құралайда юрхана, ұбай қошқат мәніп тағытайыңа келен әлі, сәйіңа келен әлі, ей, хаппайым, хаппай деп тұтайым, хаппай деп сүйейім да, хаппай деп үйейім. No. Allah, 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 Wallahu, Wallahu, Слышал когда-нибудь эту мелодию? Я, например, нет. Твои мысли передаются мускулам твоим. Мысль подсказывает, как, что делать. То есть вы подключаетесь к этой энергии, как Да. бы, да, И вот подсказывает. природы, и через себя ее пропускаете. Как рождается танец. Давайте. Понимаешь, да? Откуда? От птиц. Олени, да? Мне нравится природа, птички, цветы, растения какие-нибудь. Какое-то место же заняла. Первое. Первое место по танцам. Ты что? А что ж ты такого сделала красивого?
А я могу вас спросить? Да? Выглядит это как такая целая история. Ну, вообще номера практически все сюжетные у нас. Здесь у нас 4 разных рода башкирских. Может быть, где-то они скакали, и все вчетвером встретились где-то на одном месте. Вроде танец начинается так настороженно, друг с другом. Может, кто-то кого-то хочет обидеть. Они же кочевники были, башкиры, воины. Ну, вообще сама история известна, 7 родов на башке. А вначале, как известно, 4 рода, они собрались вместе, как Иенда, и поехали к Ивану Грозному. Так, чтобы они присоединились к российскому государству. Изначально так было. А потом уже 3 рода пошли. Ну надо же. Но у вас очень, конечно, вы проживаете эмоционально, то есть это чувствуется. Вот я не знала драматургии танца, я почувствовала, о чем... Ну, это хорошо, мы же танцоры, все же смысл танца должны донести ногами и лицом своим. Если зритель поймет, что мы донесли, это для нас самый большой плюс, то, что мы можем не только топотушки делать, но еще характер, дух показать, как у нас в башкирии говорят, рух, душевное состояние свое. Я хочу спросить, как у вас родился этот танец? Как происходит вообще процесс создания танца у хореографа? Как? Нет определенных правил или там приемов, каким образом создавать танец. По-разному приходит идея, по-разному приходит реализация. Ну да, когда ставишь танец, же видишь образ целиком, в костюмы, музыка, как должна звучать, какие характеры, какие движения предполагаешь. Но конкретно вот это в танце, почему и как возникло, я не могу сказать, вот такого-то числа, такого-то года, вот такая пришла идея, вот это начал, такое не скажешь, потому что это происходит в процессе всей твоей жизни, что-то, когда сочиняешь что-то новое, ну, конечно, на ком-то пробуешь. Они же ребята молодые, они вот тоже... Предлагают что-то? Предлагают, они что-то другое предлагают. Давай вот это лучше вот так сделаем. Поэтому только им сейчас направляешь, закрепляешь, подкорректируешь, отредактируешь вот таким образом.
Пойдемте к ним тоже. Такой класс.